Информационные итоги дня подводит программа «Новости». В студии Зураб Центроев. Здравствуйте. Импортозамещение, туризм и капитальное строительство. Люди должны искренне желать приезжать к нам сюда, на Северный Кавказ, на отдых. Наша задача создать все необходимые для этого условия. В Ессентуках прошла коллегия Минкавказа России. Будущее жемчужина Шали. В городе продолжается строительство крупнейшей мечети Чечни. Сорвался в пропасть и уцелел. История счастливого спасения в материале Динары Мурадовой. В школу как на праздник. В учебных заведениях Грозного заработали летние кружки. Подготовкой празднования 200-летия Грозного займется специальная рабочая группа. О ее создании объявили сегодня в Ессентуках. Здесь прошла коллегия Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа. В заседании принял участие и глава Чечни. Говорили о реализации социальных программ, развитии туризма и вопросы импортозамещения. Все подробности у нашего корреспондента. Устойчивое и динамичное развитие. Именно так участники первого заседания коллегии Министерства по делам Северного Кавказа оценили успехи, достигнутые в 2015 году. В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти, Совета Федерации и главы субъектов СКФО, в числе которых и Рамзан Кадыров. Открывая заседание, Александр Хлопонин отметил, что за короткий срок деятельности ведомство проделало большой объем работы и добилось значительных результатов. Я хочу напомнить, что уровень безработицы, который был на период создания Северо-Кавказского федерального округа, развития институтов, был достаточно высокий, и задача обеспечения занятости и снижения безработицы тоже для нас была одной из самых важнейших задач. К 2025 году, в соответствии с государственной программой развития Северо-Кавказского округа, если сравнивать с 2015 годом, мы планируем объем инвестиций в основной капитал увеличить в 2,5 раза, объем налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов в 1,7 раза, число высокопроизводительных рабочих мест в 1,7 раза, реальный денежный доход населения более чем в 1,5 раза. И сократить уровень безработицы на 30%. И, естественно, младенческая смертность – это те очень важный показатель для нас, который, к сожалению, остается пока что не на самом лучшем уровне, тоже мы планируем значительно сократить на территории. Есть определенные положительные результаты. В первую очередь, это снижение безработицы. Я хочу напомнить, что в январе 2010 года количество зарегистрированных безработных в Северо-Кавказском федеральном округе составляло 468 тысяч человек. На сегодняшний день этот показатель 168 тысяч человек, то есть уровень безработицы сократился почти в 3 раза. На повестке дня наиболее актуальные проблемы. В частности, участники заседания обсудили вопросы привлечения инвестиций в экономику субъектов округа и оказания квалифицированной медицинской помощи на территории Северного Кавказа. Здесь же Александр Хлопонин объявил о создании рабочей группы по празднованию 200-летнего юбилея столицы Чеченской Республики и выразил уверенность, что праздничные мероприятия пройдут на самом высоком уровне. В прошлом году мы с вами отметили 2000 лет городу Дербенту. Я знаю, что эстафету города Дербента принял на себя город Грозный. И создана рабочая группа комиссии. Мы будем праздновать вместе с вами юбилей города Грозного, 200-летия. Не сомневаюсь, что мероприятие пройдет на самом высочайшем уровне. Люди должны искренне желать приезжать к нам сюда, на Северный Кавказ, на отдых, а не на работу. Хотя и работать тоже неплохо бы приезжать сюда. Вот, а наша задача создать все необходимые для этого условия. Ну и, конечно, не могу не поздравить своих друзей, мусульман, с приходом священного месяца Рамадан, лучшего времени для новых свершений. Вот. Ну а Министерству по делам Северного Кавказа хочу пожелать дальнейших успехов. В свою очередь, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов от лица всех руководителей субъектов Северо-Кавказского федерального округа отметил работу Министерства по делам Северного Кавказа и поблагодарил Рамзана Кадырова за помощь, оказанную в реставрации Дербента. По итогам 2015 года на Северном Кавказе мы имеем позитивную динамику развития.
Это главный итог нашей деятельности. Я думаю, что здесь есть, значит, вклад и Министерства по делам Северного Кавказа. По Дербенту я хочу поблагодарить и председателя оргкомитета Александра Геннадьевича, и министерства, и Меликова, и Кузнецова, и Байсултанова. Без нашей совместной работы там праздник не состоялся бы. И я хочу поблагодарить Александра Геннадьевича за то, что он поддержал и уже довел до президента идею продолжения этой программы по восстановлению города Дербента. И нам предстоит в этом плане тоже большая работа. Я хочу поблагодарить Рамзана Ахматовича, который внес огромный вклад, сделал большую работу в Дербенте. Но остальные мои коллеги тоже обещают в ближайшие 2 года доехать до Дербента. Я думаю, что это все наша совместная работа. На заседании также отметили динамичное развитие Чеченской Республики. За последнее время в регионе построено 31 школа, из них 27 в рамках реализации федеральной целевой программы «Юг России», что позволило значительно сократить количество учеников, обучающихся в 3-ю смену. Удалось снизить уровень младенческой смертности, а 619 семей, проживающих в оползневой зоне Чечни, получили новое жилье. Также в рамках реализации подпрограмм социально-экономического развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа с 2016 по 2025 годы республика получит 29 миллиардов 800 миллионов рублей субсидий. В 2017 году 1 миллиард 300 миллионов из этой суммы будет потрачено на развитие агропромышленного комплекса и промышленности республики. Рамзан Керимов, Дени Хавхаров, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. В свой второй день пребывания в республике делегация Фонда инфраструктурных и образовательных программ Роснано провела ряд встреч с представителями регионального правительства и высших учебных заведений. Стороны обсудили развитие инфраструктуры региона в области нанотехнологий и применение новейших методов производства современной продукции в сферах промышленности, сельского хозяйства и строительства. По итогам визита заключено соглашение о сотрудничестве правительства Чечни и фонда. Сотрудничество с этим фондом поможет нам в развитии нанотехнологий, выявлении нанопроизводства, нанотехнологий с помощью сотрудничества с фондом инфраструктурных и образовательных программ. Мы сможем выявить такие производства, технологии, также сможем помочь в реализации их проекта. С началом Рамадана в республике стартовала акция «Ифтар». В течение всего священного месяца каждый постящийся сможет бесплатно поужинать в 14 крупных мечетях республики. Столы будут накрыты в Грозном, Аргоне, Гудермесе и других городах. В священный месяц Рамадан в мечетях республики для постящихся организуют ифтар за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Самое большое количество людей по традиции собираются в центральной мечети сердца Чечни. Немало мусульман собрались за единым ифтаром в Гудермесе. Для постящихся здесь приготовили горячую еду, салаты и напитки. Примечательно, что на разговение в святыню приходят как взрослые, так и дети. Каждый из них выражает слова благодарности руководителю регионального фонда за акцию, которая стала уже доброй традицией. Бесплатный ифтар, организованный фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова, прошел и в мечети Сердца Матери в Аргуне. Здесь собрались сотни верующих, среди которых не только жители города, но и оказавшиеся в Аргуне проездом. В мечети имени Сейпа Хаджи Закриева в селении Алирой прихожан угостили горячим пловом и напитками. К благотворительной акции, которая проходит в рамках Рамадана, присоединились и жители села Гихи. В центральной мечети на ифтар собрались десятки верующих. Здесь их ждали различные блюда и салаты.
Сотни мусульман пришли на коллективный ифтар в мечеть имени Макки Хаджи Даудовой в селении Гилдаган. Верующие встречали друг друга с приветствием и с искренней радостью. После заката солнца прозвучал азан, и собравшиеся приступили к разговению, который организовал фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Ждали вкуснейшие угощения верующих в центральной мечети Жалко. Сотни прихожан собрались сегодня в святыне, чтобы совершить ифтар. В ходе трапезы мусульмане живо общались и выражали благодарность организаторам благотворительного ифтара. Время вечернего ифтара – это время особой радости для мусульман за выдержанное испытание, за совершенное поклонение и за дозволенность всего, от чего воздерживался весь день. Для тысячи мусульман этот праздник устроил региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Хавая Дива, Таиса Барщигова. Новости. Более 20 тысяч человек сможет принять мечеть, которая возводится в городе Шали. Святыня сочетает в себе ближневосточный и среднеазиатский стили. Несмотря на Рамадан, строители продолжают возведение мечети. Слово Таисе Барщиговой. Очередная визитная карточка, которая поражает как красотой, так и своими масштабами. Вместимость святыни около 20 тысяч человек. Высота каждого минарета достигает 62 метра. И это далеко не все показатели, по которым она станет одной из самых красивых и больших мечетей мира. Территория мечети составляет более 5 гектаров и включает в себя 4 зала для омовений. Высота главного купола достигает 42 метров. Изначально утвержденный проект претерпел заметные изменения. Даже сегодня строители не могут с уверенностью сказать, какие материалы будут использоваться завтра, поскольку здесь применяются самые последние технологии. Отделочные работы не прекращаются ни на один день. Az dokumentik duvar şeyle yok mettiği da mülahaz abdüş belgış bu dünyanın çür Şin kayamacı Ahmet Kloser belgısı no mecbu xazalit. Xuza masmetir bella bu xuza Evropeç bu xuza Rusya bu xuza diyas mas murazin qamış nah bu xuza şwat bu baş danmet Peter yer kampanya tawtuluş da restore kampanya ventilasyas تاشكي انترنش بو اديلشنا بالغشان شك يچم بيش يوروبيش بو دانا متحبه كان كورشن بدلجانياش فوت سويت كياش как раз حبه كان ايطاليانش بو فوت سويت كادو чё خزر شو قزا. Проект мечети был отобран из десятков работ, представленных на конкурс. В итоге лучшим признали дизайн узбекского архитектора. Строительство мечети завершится через 2 года. По просьбе местных жителей святыня будет носить имя главы Чечни Рамзана Кадырова. Таиса Баршигова, Муслим Типаев, Зелим Закаев. Новости. Сирийская армия и курдские ополченцы теснят боевиков террористической организации ИГИЛ. Главный удар направлен на так называемую столицу халифата города Ракка. Наступление стало возможным благодаря поддержке российской авиации. О ситуации в Арабской Республике наш материал. Сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации впервые за последние 2 года вошли в провинцию Ракка, административный центр которой считается столицей террористической группировки «Исламское государство». Одновременно наступление на Ракку с севера ведут военизированные отряды сирийской оппозиции и курдов, объединенные в группировку «Силы демократической Сирии». По словам российских военных источников, воздушно-космические силы России оказывают сирийским войскам в их наступлении на Ракку серьезную поддержку. Именно действия российской фронтовой авиации позволили правительственным силам продвинуться вглубь провинции и фактически открыли им дорогу к Тапке. Правительственным силам в отсутствии сплошного фронта приходится вести боевые действия сразу на многих направлениях, но наступление вглубь провинции Ракка сейчас считается очевидно приоритетным. И тут сравнение с битвой за Берлин действительно уместно, поскольку налицо стремление сторон опередить друг друга в приближении к административному центру, а то и в штурме. Что же касается сирийского фронта, то падение Ракки может стать для ИГИЛ контрольным выстрелом. На сегодня это последний крупный город, который группировка удерживает на территории страны. Как отмечают в Минобороны России, число отрядов демократической сирийской оппозиции, готовой включиться в борьбу с террористами в Сирии, постоянно увеличивается. Сирийские патриоты продолжают развивать успех во всех направлениях. Мы убеждены в том, что только совместными усилиями действующего правительства Сирии и других патриотических сил можно достичь окончательной победы над терроризмом. Всего, как сообщается, авиация России поддерживает наступление 11 отрядов сирийской оппозиции, насчитывающих более 7 тысяч бойцов. Только за последние несколько дней были нанесены 19 авиаударов.
Сейчас главное, кто первым подойдет к административному центру провинции Ракка. На текущий момент до города от передовых позиций войск Асада менее 100 километров, в то время как силы демократической Сирии находятся примерно в 30 километрах. Но дело в том, что курды не горят желанием брать Ракку, нести потери, поскольку из нее все равно придется уходить, чтобы оставить ее арабам. Поэтому они стараются снизить темп наступления. Им куда более важен Манбидж, который открывает путь на Джераблус, что важно курдам с точки зрения соединения из 3 кантонов. Поэтому у сирийцев при нашей поддержке есть еще шанс взять Ракку, поскольку понятно, что если ее возьмет другая коалиция, то эти земли Дамаску вряд ли когда-нибудь позволят отвоевать. Действия Иблисского государства осуждались не только со стороны богословов Чечни, но и авторитетных ученых исламского мира. Они отмечают, что применение к экстремистской деятельности термина «джихад» полностью противоречит исламу. Террористы ИГИЛ искажают учение истинной религии в собственных целях и используют ее как оправдание для своих преступлений. Dini var alla öyle ölçünde öyle havdaş işte irç fitne kız bu sebeple nis başına doğruşullah belkutalileşmiş. Когда сирийской армии удастся отрезать Ракку от путей снабжения с территории Турции, войска смогут войти в город. Благодаря поддержке сирийской авиации армия Сирии добилась больших успехов на нескольких фронтах. Военные освободили от боевиков целый ряд городов и стратегически важных пунктов. А теперь совместно с силами ополчения военные подбираются к столице исламского государства. Элина Дадава, Дани Хавхаров. Новости. Остановка у родника чуть не стоила жизни жителю Грозного Муслиму Байракову. 17-летний парень направлялся в Шатой и решил набрать воду в источнике недалеко от села Зоны. Сделав несколько шагов к краю дороги, Муслим сорвался в пропасть. Продолжение истории в материале Динары Мурадовой. С этого обрыва Муслим Байраков сорвался 10 дней назад и чудом остался жив. Происшествие произошло на трассе по дороге в Шатой, когда юноша вместе с родственниками ехал в село к бабушке. Остановившись у родника, он почувствовал слабость и отошел к обочине. Мой сей бахтят, что типа күзген чуашсан, это женгир кэтсэн үйсэ вообще хадлаг дошунда. Чуаш мэхэ юхшур ба, сэрсэ халвахиш бохш. Сан дахазен чон тердü юхта. МЧС телефонта. В обрыве высотой более 120 метров Муслим провел около 2 часов, зацепившись за небольшое дерево. Спасательная операция заняла около 20 минут. Я спустился с этого обрыва вниз, и где-то на расстоянии 120 метров я обнаружил, что молодой человек почти в бессознательном состоянии зацепился за какое-то маленькое такое дерево. Оставалось метра 4 буквально до уже прямого обрыва и до реки Аргун. Ну, слава богу, он зацепился за этот куст. Там я его уже при помощи альф-снаряжения тоже прицепил себе. И мы аккуратно поднялись с ним. Первую помощь Муслиму оказали в Шатойской районной больнице. Затем еще неделю его лечили в Грозном. Глядя на обрыв, с которого сорвался Муслим, спасение сына мама называет настоящим чудом. إيش سيلير إيش سمجت يا مسلم إيش بير طبعنا أخوما أسئلير بير طبعنا ناغن ساهم خلق ناغن هم دينا هم دات الحمد لله ده الدين شن ريز السؤال حال خرديلي إيش بعنيا إليو إيش بعنيا إمشي إيش بعنيا ورسال. После лечения Муслиму врачи рекомендовали полный покой. Это время он проведет в кругу родных. Но после обязательно навестит бабушку, которую тогда так и не смог проведать. Динара Мурадова, Мансур Сааев, Зелимхан Закаев. Новости. Китайские гости продолжают знакомство с Чечней. Делегация из Поднебесной, прибывшая накануне в республику, посетила педагогический университет и провела переговоры с главой города. Подробности у Хавы Идеевой. В Чеченском педагогическом университете для гостей провели экскурсию по учебным корпусам и показали достижения студентов.
Международная академия Шаолинского УШУ и Чеченский педагогический университет будут сотрудничать в области образования, науки и культуры. Соглашение об этом стороны сегодня закрепили в официальной обстановке, после чего обменялись подарками. Безумно рад, что подписано соглашение с Чеченским университетом педагогическим. Надеяться, что теперь два этих вуза будут сотрудничать. Студенты будут обмениваться опытом изображения картин, каллиграфии. Китайская сторона может предложить учителей по написанию традиционной древней китайской каллиграфии. Здесь есть чему поучиться. Стороны намерены развивать и поддерживать российско-китайские научно-образовательные и культурные программы, но прежде всего в области исследования развития УШУ и шаолинской культуры. Первое такое партнерство, сотрудничество с того времени, как президент Российской Федерации посетил монастырь Шаолин. И первое сотрудничество в России происходит именно здесь, в Грозном, в Чеченской Республике. И нам очень приятно, отрадно, что это делается именно вот на нашей земле и в стенах нашего университета. Следующим пунктом визита делегации стала встреча с главой города Адланом Динаевым и Советом депутатов Грозного. Обсуждались вопросы взаимодействия китайского города Дэнфэн и чеченской столицы в сферах туризма, спорта и культуры. Уже скоро стороны приступят к изучению проектов. Город Грозный и по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахмадовича Кадырова проводит политику открытости. Сегодня Чеченская Республика ассоциируется с точки зрения развития экономики, социальной сферы, туристического комплекса. И в этом смысле приезд наших гостей из Китайской Народной Республики, города Дэнфэн, для нас очень весомо и важно. И данная делегация изъявила желание в дальнейшем подписать соглашение о сотрудничестве. Очень понравилось в городе Грозном, очень понравились люди в Чеченской Республике. Увидел много общего с тем народом, который вот проживает в городе Дэнфэн. Завтра делегация из Поднебесной намерена встретиться с членами Общественной палаты республики, где также планируют обсудить перспективы сотрудничества. Хава Адиева, Хава Жамунаев и Данил Хавхаров. Новости. Последний звонок прозвенел всего 2 недели назад, а грозненские школьники уже вернулись в родные стены. В учебных заведениях организованы летние площадки для досуга детей. Теперь они играют в футбол, танцуют и ходят на экскурсии. В одной из столичных гимназий побывала Амина Магомадова. Вязание, вышивание, рисование, бисероплетение и оригами – это далеко не весь список детского досуга, который представлен здесь. Тут же во дворе играют в футбол или же в любую другую командную игру. Для любителей более спокойных занятий предусмотрены творческие кружки. Хеди Ульбиевой всего 7 лет, и она уже неплохо рисует. Традиционно дети посещают кружки в период каникул. Число желающих попасть сюда постоянно растет. Малика Мударова посещает занятия уже не первый год. Она увлекается танцами и гимнастикой. Но особое предпочтение девочка отдает бисероплетению. Я занимаюсь бисером. Я из него делаю... Вот я сделала браслет, из него сделала. Я сделаю бабочку, делаю паучки. Записаться в кружки детского творчества может каждый в возрасте от 6 до 15 лет. Для этого родителям необходимо заполнить заявление, внести данные ребенка и контакты взрослых и уже потом выбрать любимое занятие. Марьям Тахтарова – врач-педиатр и знает не понаслышке, как полезны такие кружки для развития ребенка. Поэтому привела сюда своих детей. Слышала я об этом буквально вчера. Дети у меня с 1 июня занимаются чем? Сидят дома. Гулять мы не хотим. Телевизор, компьютер, планшеты. Естественно, это все пагубно воздействует на их здоровье. И зрение, и нервная система. Они очень агрессивные. А тут мало того, что они на свежем воздухе, так еще столько всего интересного. Пока дети проводят с пользой свободное время, родители могут заниматься своими делами, зная, что ребенок в надежных руках. У нас задействовано 12 преподавателей. Также предусмотрены музыкальные паузы. Мы будем не только проводить программы оздоровительного характера или творческого направления, да, но и также духовно-нравственное воспитание, оно тоже должно учитываться, это на первом месте. Поэтому у нас предусмотрены экскурсии в государственные музеи, в мечеть сердца Чечни. Вот, а также у нас будут небольшие такие прогулки, я бы сказала, вместе с родителями. Такие летние площадки организованы во всех районах столицы. Ребята, которые предпочли домашний отдых летним лагерям, смогут провести каникулы с не меньшей пользой.
Амина Магомадова, Булат Баканаев. Новости. Начинающие гонщики Северного Кавказа встретились в крепости Грозная. На автодроме прошел второй этап Кубка СКФО. Мастерство бокового заноса показали и участники чемпионата Drift Battle 2016. За происходящим на треках наблюдала Тинатин Музашвили. Эти ребята знают, как сжечь резину. Жесткая и бескомпромиссная борьба дрифтеров со всего юга России развернулась на базе автодрома «Крепость Грозная». В республике проходит сразу 2 соревнования по дрифту. Второй этап Кубка Северо-Кавказского федерального округа для начинающих гонщиков и этап чемпионата Drift Battle серии 2016 для профессионалов. Сегодня впервые на гонках официально выступила команда Чеченской Республики Ахмат Racing Team. Александр Соловьев, один из представителей команды, занял 3-е место. Пилот собирал свою машину самостоятельно. На проект ушло около года. Александр признается, автоспорт стал стилем жизни. Раньше это был какой-то приток адреналина, сейчас это как-то больше уже на автомате. Сейчас больше в профессионализм уходим. Как бы эмоции надо оставлять за бортом автомобиля, и надо просто как бы трезвый расчет, чтобы нормально ехать. Нас пригласили участвовать в таком проекте, как Ахмат Drift Team. Сам я из Краснодара, мой коллега из Сочи. То есть как бы интернациональная получается у нас команда. В Чеченской Республике развитию автомобильного спорта уделяют большое внимание. На базе автодрома регулярно проводятся масштабные проекты, чемпионаты и показательные выступления. В планах у Федерации провести первые в России ночные гонки. Основа нашей уверенности опирается на поддержку руководства республики, на поддержку Рамзана Ахматовича Кадырова. По его инициативе строился этот автодром. Как человек молодой, креативный и увлеченный автомобилист, человек, который всегда находится в деловых поездках за рулем автомобиля, он, как никто иной, понимает то, что связывает нас, автомобилистов, с автомобильным спортом. Потому что автомобильный спорт – это не только развлечение, не только спорт. Это основа безопасности дорожного движения. Посмотреть на мастерство бокового заноса приехали жители и гости республики. Совсем скоро любителей этого экстремального спорта ждет незабываемое зрелище. 18-19 июня пройдет чемпионат России по кольцевым гонкам. Хамзат Аюбов, Тинатин Музашвили. Новости. И это был последний материал нашего выпуска. Я благодарю вас за внимание. Адык Велшин.